были люди, которые с этим делом на этом этапе знакомы гораздо лучше, чем я. Когда я сейчас на это смотрел, и раньше, когда читал эти материалы, я все время думал о том, что это какое-то повторение уже во многом пройденного. Того, что было 20 лет назад, того, что было 25 лет назад. По-другому, в других обстоятельствах, другие репрессии. Суть одна и та же. Все это наводит на мысль о том, что нет никаких решений, которые могут быть приняты в суде, которые могут быть приняты в органах власти, в МАГАСе, где-то на Северном Кавказе. Это все проблемы, которые решаются в Москве, которые созданы в Москве. И это общие проблемы и для Ингушетии, и для Екатеринбурга, и для Хабаровска, и для Москвы, и, в конце концов, для Минска. И, глядя на сегодняшнюю ситуацию, понимаешь, что вот в этом году мы отмечаем 30-летие конца Советского Союза. Есть какие-нибудь процессы или факторы, которые привели к распаду Советского Союза, которые не действовали бы сейчас? По-моему, нет. И вот здесь для меня один важный момент. Мне кажется, что в 1991 году, когда это произошло, первыми на это отреагировали Чечня и Ингушетия. Так, как могли. Так, как умели. Это было очень эмоционально и очень неподготовлено. Никто не ждал такого развития событий, но все были не готовы, и они были не готовы, и мы были не готовы. Мне кажется, важно сейчас понимать некоторую перспективу на ближайшее время. Этот процесс будет идти, и приговоры будут вынесены, и за этих людей будут бороться. Но идет какое-то развитие политической ситуации общей, которая очень скоро придет к событиям гораздо более масштабным. Мне кажется, важно это понимать, и важно на этот раз быть более готовыми интеллектуально, политически, эмоционально. Вот учесть уроки 30-летней давности, которые закончились двумя чеченскими войнами, последствия которых мы еще до сих пор не то что не разобрали, но даже не осознали. Спасибо большое. Спасибо вам.